в наше время, к сожалению, это очень размытое понятие. Вырастает целое поколение молодежи, людей, которые не понимают. Они не понимают сути, идеологии, философии, самое главное, права, закона. Для них прав тот, у кого больше прав. Да? Больше денег, больше оружия или, в конце концов, кулак сильнее. Все. И там какие-то старики лысые придумали уголовный кодекс или там любой другой закон, да? И о чем-то говорят. Их так жизнь воспитала. Но на самом деле закон, вот я как юрист высшей квалификации, закончив в свое время Академию МВД СССР, я понимаю очень хорошо суть закона. И на мой взгляд, вот обеспечение равноправия, равенства перед законом, это самое главное, это лежит в основе любой государственности. Если это обеспечить, то все остальное приходит само по себе. И демократия, и в конце концов политика выравнивается, и экономика. Все. Человек должен понимать, закон есть закон. Говоря о толерантности, я хочу вам сказать, что все, что в рамках закона, толерантно. Я могу делать все, но не выходить за эти рамки. Это может быть религиозная толерантность, какая угодно, национальная, этническая, культурная, бескультурная. Я никому не мешаю, я не нарушаю закон. Пожалуйста, делай все, что ты хочешь. Как только ты нарушил мое право, мой сосед нарушает уже мои права, да, на культурный отдых, на невозможность проявить себя и прочее, вот тут уже, я считаю, вот такое поведение антитолерантным. Ты не уважаешь меня, в первую очередь. Ты еще ничем это не проявил. Ты просто не уважаешь меня. Как своего соседа, как, я знаю, гражданина Кыргызстана, гражданина одной с тобой страны. Не врага тебе, по крайней мере, понимаете? И вот это уже нетерпимо. Но здесь опять все регулируется законом, тем или иным, но законом. Если говорить о религиозной толерантности отдельно, это огромная большая тема, потому что религии, монотеистические религии, они имеют одни корни. И здесь тоже очень много схожего, очень много общего. Об этом всегда надо помнить. Так случилось в моей жизни. Я много лет был в горячих точках, много раз. И подолгу, например, на Балканах я провел почти 5 лет. Я был во время гражданской войны в Таджикистане, я в Аше служил. Ну, так получилось, да. И потом я преподавал конфликтологию в Славянском университете. И вот там я всегда учил своих студентов, я им говорил, вот, говоря о толерантности, о причинах конфликтов, о недопустимости конфликтов, я всегда говорил, лучше избегайте вообще эти разговоры. Вот разговоры на национальные темы, на религиозные темы. Если ты особенно не подготовлен, это самые тонкие вот человеческие отношения, понимаете? Это вот на ровном месте. Вот рассказывают анекдот, да? Когда я, допустим, представитель еврейской диаспоры, рассказываю о евреях, это нормально. Когда кто-то другой мне начинает, это уже обидно, понимаете? Для любой национальности. Ну, кроме больших таких вот огромных, да, для них, они это воспринимают, хотя все равно. Вот мне друзья по WhatsApp присылают анекдоты, я говорю, ты не надо мне это присылать. Если мне надо, я сам полезу, найду. Я знаю, как это сделать, да? Не надо мне присылать, потому что иногда это обидно. Или вот там, допустим, анекдоты, когда сами евреи рассказывают, я им всегда говорю, зачем ты такие анекдоты рассказываешь? Вот, например, такой анекдот, это просто, причем я не буду называть этих артистов, известные люди, евреи, они работают в дуэте. 22 июня 1941 года сидят, ловят рыбу, евреи и русский. И вдруг, значит, они слышат, как радиоприемник объявляет, началась Великая Отечественная война, фашисты вероломно нарушили, и евреи начинают там убиваться. Ой-ой-ой, что же мне теперь, это как это все, это же надо теперь все вещи, всю свою мишпуху, семью в Ташкент перетащить, надо самому вещи, вот это все, мебель, все, что нажито непосильным трудом, надо самому туда поехать, найти себе там какую-то овощную базу, надо же что-то делать, где-то работать. А тот русский сидит и говорит, да, сколько проблем. Да какие у тебя проблемы? Ружье взял, пошел в окопы. Это унижает. Унижает на целую национальность, огромную, большую, понимаешь. Я всегда перестаньте вот эти вот вещи. Вы сами создаете прецеденты, вы сами даете такую возможность. Нельзя этого делать, потому что воевали все, и у евреев, герои Советского Союза, их немало.
и прочее, и прочее, и прочее. Религиозная, национальная толерантность, особенно если ты к этому не подготовлен, молодые ребята, все эти мои замечания, о которых я сейчас говорю, они основаны на личном опыте. Я видел это много раз. Косово. Вот собрались представители двух этнических групп. Вот сижу я, у меня два переводчика, две разные нации, которые воюют. Они знают, что говорить об этом нельзя, у них в контракте это написано. Как только они начинают об этом разговаривать, это обязательно будет конфликт. Это кровь, это порох, это страшно. Но если только, не дай бог, ну всякая ситуация, едем в машине там 500 километров куда-то на патрулирование в горах, и волей-неволей начинается всякий раз. И я много раз видел, как люди, которые вот обнимались, они сидели, они вместе обедали, кушали, они вот прямо тут до драки, понимаешь, и уже все, их уже невозможно остановить, их приходилось потом увольнять, потому что я всегда говорил, не надо, вообще не говорите, если можно не говорить на эту тему, не поднимайте их. Эти отношения, еще раз говорю, не самые тонкие, особенно в условиях, когда не все спокойно, когда не все стабильно, когда легче всего эту проблему превратить в какую-то исходную точку какого-то очередного конфликта.